Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости» в студии Тойрпиров. 7 октября президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, с рабочим визитом прибыл в Москву, Российской Федерации. В аэропорту Внуково-2 города Москвы президента Республики Таджикистан тепло и искренне встретили высокопоставленные представители Российской Федерации. 7 октября президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, с рабочим визитом прибыл в Москву, Российской Федерации. В аэропорту Внуково-2 города Москвы президента Республики Таджикистан тепло и искренне встретили высокопоставленные представители Российской Федерации. На основании указаний и поручений президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, нуждающимся семьям Горно-Бадахшанской автономной области доставлено 150 тонн продовольственных продуктов, таких как мука, сахар, рис, масло и макаронные изделия. При распределении помощи лидера нации жители поблагодарили главу государства и правительства Республики Таджикистан за оказанную заботу, поскольку в преддверии зимы эта помощь весьма своевременная. Очередная помощь распределена среди уязвимой группы Хорога. Определенное количество продовольствия отправлено в Рошкалинский и Ишкашимский районы под руководством членов Государственной и областной комиссии. Представители правительства страны при распределении помощи главы государства подчеркнули, что в свете созидательной политики лидера нации и внимания правительства страны городам и районам области постоянно оказывается материальная, социальная и финансовая помощь. Жители области подчеркнули, что народ Горного Бадахшана является постоянным сторонником созидательной политики руководства государства и правительства страны. Жители области поддержали эту инициативу и расценили ее как результат заботы и внимания главы государства к нуждающейся группе населения отдаленных городов и районов. Жители городов и районов Горно-Бадахшанской автономной области первыми обеспечиваются отечественным качественным углем. На основании указаний и поручений президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, в города и районы Горно-Бадахшанской автономной области отправлено более 1500 тонн угля отечественного производства. Жители Горно-Бадахшанской автономной области имеют возможность приобрести качественный отечественный уголь по цене почти в 1,5 раза дешевле рыночной. Ведь на основании указаний и поручений президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, в города и районы Горно-Бадахшанской автономной области отправлено более 1500 тонн угля отечественного производства. Следует отметить, что жители городов и районов Горного Бадахшана в рамках очередного шага правительства Республики Таджикистан первыми обеспечиваются отечественным качественным углем. Уже 5-й год, согласно указанию и поручению лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, Министерством промышленности и новых технологий и государственным унитарным предприятием «Ангишти Тоджик» производится поставка угля. В рамках выставки продажи угля до наступления осенне-зимнего периода 2024-2025 годов 5000 тонн высококачественного угля отечественных предприятий будет доставлено в другие города и районы страны, в том числе в Сагдийскую и Хатлонскую области, города и районы республиканского подчинения. Целью этой меры является регулирование цен на рынке, обеспечение доступа жителей городов и районов страны и социально-экономических учреждений к недорогому и качественному углю. Его эффективное использование в осенне-зимний период 2024-2025 годов. Сегодня предприятия по добыче угля в Таджикистане имеют возможность в полной мере обеспечить потребности населения качественной отечественной продукцией. При реализации этой меры 1 килограмм угля будет реализован по цене 1 сомони, что в 1,5 раза дешевле рыночной. Согласно плану, распределение автоколонн с угольными грузовиками в первую очередь начнется от Дарвазского района и продолжится до самых отдаленных городов и районов Горно-Бадахшанской автономной области. Кроме того, семьям с ограниченными возможностями и нуждающимся лицам уголь предоставляется на бесплатной основе. Зумрат Файзиева, Дильшоди Хужбахт, новости. Обеспечение энергетической независимости страны является одной из стратегических целей правительства Республики Таджикистан. В этом плане в стране используются все средства для достижения полной энергетической независимости. Реализуются масштабные проекты по развитию энергетического сектора. Но мы, жители Таджикистана, должны уделять серьезное внимание бережливому и рациональному использованию электроэнергии в каждой семье, организации и учреждении, на производственных объектах, независимо от форм собственности.
По причине роста населения, регулярного увеличения количества социальных учреждений, производственных предприятий и цехов, потребность в электроэнергии в стране также стремительно растет. Каждое предприятие и цех, несмотря от формы собственности, должны придавать первостепенное значение бережливому и рациональному использованию электроэнергии в осенне-зимний период. В условиях топливно-энергетического дефицита на первый план выходит проблема энергосбережения. Причем она становится глобальной проблемой всего человечества, а не только отдельных стран и регионов. Энергосбережение – это объективно обусловленная мировая тенденция. Гидроэнергетические ресурсы Таджикистана огромны и являются нашим национальным богатством, рациональное использование которых может обеспечить устойчивое экономическое развитие страны. Модернизация действующих гидроэлектростанций, строительство энергетических объектов различных мощностей, в том числе такие гигантские сооружения, как Рагунская и Нурекская гидроэлектростанции, налаженная работа линий электропередачи и труд энергетиков обеспечивают подачу электроэнергии в дома, предприятия и учреждения, освещая города и районы нашей страны, создавая тепло и уют. Жители страны должны проявлять гражданскую ответственность и использовать энергию целенаправленно и эффективно. Ведь экономное использование энергии является залогом стабильного энергоснабжения, чтобы в любое время года обеспечивать бесперебойную подачу электроэнергии жителям страны. Потребителям и всем гражданам страны необходимо добиваться сокращения потерь электроэнергии, ее экономного использования, в том числе посредством широкого использования энергосберегающих ламп, технологий и оборудования. Ведь энергосбережение, с одной стороны, помогает предотвратить перебои в подаче электроэнергии, а с другой – экономит семейный бюджет. В наше время быть бережливым значит быть образованным и современным. Ведь экономия электроэнергию, мы экономим и собственные денежные средства, и заботимся об энергетической независимости всей страны. Зумрат Файзиева, Далер Судиков, Новости. Развитие садоводства и виноградарства, которые являются важными отраслями сельского хозяйства, играет важную роль в деле обеспечения населения фруктами и виноградом, обогащения потребительской корзины, обеспечения перерабатывающих предприятий сырьем, увеличения экспортного потенциала страны, обеспечения сезонных и постоянных рабочих мест для населения страны. Условия долинных и предгорных регионов страны благоприятны для выращивания винограда. В этом плане у тружеников из Таравшана накоплен богатый опыт. Плодородные земли обширных склонов из Таравшана подходят для создания садов и виноградников, а у местных тружеников накоплен огромный опыт в этом плане. В Таравшане благоприятный климат и садоводческие традиции позволили увеличить площади виноградников высокоурожайными сортами. Это способствует обеспечению потребностей населения и перерабатывающих предприятий экологически чистым сырьем. Здесь выращивают разные сорта винограда, имеющие мировую славу. Белый и черный кишмиш, чилаги, тойфи, хусайни и полуцветный виноград являются одними из наиболее распространенных и выращиваемых сортов винограда в Таравшане. Для производства высококачественного изюма чаще всего используют черный и белый кишмиш. Из 4-5 килограммов свежего винограда получают 1 килограмм изюма. Жители города Таравшана ежегодно производят около 2000 тонн высококачественного изюма. В Таравшане изюм принято заготавливать двумя способами – на открытом воздухе, на солнце и в тени. Учитывая климат и благоприятные условия, труженики используют именно такие способы, что придает продукции необыкновенный вкус и высокое качество. Сегодня потребность в качественной и экологически чистой продукции возрастает. Труженики из Таравшана также осознали, что только качественная, востребованная и конкурентоспособная продукция может обеспечить им успех в продвижении своей деятельности. Опыт хозяйственников доказал, что выращивание винограда имеет высокий экономический эффект. Благодаря самоотверженному труду и соблюдению технологий усилия аграриев города Таравшана приводят к увеличению урожая и способствуют качеству продукции.
С целью предотвращения роста неинфекционных заболеваний, в том числе гипертонии, сотрудниками Центра формирования здорового образа жизни города Вахдат был проведен фестиваль, посвященный правильному питанию и профилактике гипертонии. По инициативе Республиканского центра формирования здорового образа жизни и при поддержке партнеров по развитию сотрудниками Центра формирования здорового образа жизни города Вахдат был проведен фестиваль по профилактике неинфекционных заболеваний. В ходе мероприятия было отмечено, что для профилактики повышения давления необходимо вести здоровый образ жизни, правильно питаться, следить за весом и быть физически активным. Снижение потребления быстрых жиров и углеводов, особенно фастфуда и сладких газированных напитков, способствует предотвращению многих видов неинфекционных заболеваний. Правильное питание подразумевает употребление цельных продуктов, которые составляют 80–90% от рациона. Они богаты питательными веществами и часто отличаются невысокой калорийностью. Это обязательно крупы, злаки, овощи, фрукты, яйца, мясные, рыбные, молочные продукты и орехи. В рамках фестиваля состоялась оживленная беседа с местными жителями, а также была продемонстрирована культурно-образовательная программа с наглядными поучительными сценками и проведена викторина на тему причин возникновения гипертонии и ее профилактики. Самым активным участникам мероприятия от Центра формирования здорового образа жизни города Вахдат были вручены памятные подарки. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами и будьте здоровы!